телеканала «Новый век», выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные и здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. «Новый век» меняется для вас, потому что мы – народное телевидение. В Туве за счет бюджета обеспечит углем и дровами на зиму более 700 многодетных семей. Правительство Тувы продолжает инициированный главой республики Шалбаном Караулом проект «Социальный уголь», в рамках которого многодетным сельским семьям за счет регионального бюджета помогает заготовить необходимый запас топлива на зиму. Как сообщили в Министерстве топлива и энергетики республики, в этом году бесплатным углем и дровами будут обеспечены 708 семей с 5 и более детьми. В 2016 году, когда проект только начинался, помощь властей, напомним, получили 702 семьи. Завоз социального угля и заготовка дров для многодетных семей начались с августа. На 20 сентября топливо завезено более чем наполовину подворных льготников. В труднодоступных таежных поселениях, где подвоз угля автомобильным транспортом невозможен, организована заготовка дров на месте. Таких семей насчитывается 36. Выдачей бесплатного угля и дров поддержка таких семей не ограничивается. Кроме того, им за счет регионального бюджета оплачивается 450 киловатт электроэнергии, что является дополнительным подспорьем и усиливает социальный эффект инициативы. Информация от Управления Федеральной налоговой службы при Республике Тыва. При исчислении налога на имущество физических лиц за 2016 год необходимо учитывать, что понижающий коэффициент для данного периода составит 0,4. Для того, чтобы узнать, какие льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу установлены решением муниципального образования, на территории которого расположены объекты собственности, налоговики рекомендуют воспользоваться интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России, где размещена подробная информация о льготах по каждому отдельному муниципальному образованию. А курсы валют на сегодня таковы. Доллар стоит 58 рублей 13 копеек, а евро 69 рублей 77 копеек. Готовность к работе АО «ТВА-Энерго» в осенне-зимний период энергетики республики демонстрируют в ходе ежегодных учений по устранению разных технологических нарушений на энергообъектах. Так и сегодня учения прошли в южной части Тувы, где, по легенде, зима, порывистый ветер до 25 метров в секунду, температура наружного воздуха около 30 градусов ниже 0, вследствие чего произошла условно-технологическая авария. То есть произошло вот здесь вот нарушение, получается, технологическое нарушение линии. Вот здесь вот линия, вот она у нас Т4, так, ну вот она Т4, она просто здесь немножко не дорисована. Вот здесь тоже произошел излом опоры. То есть, следовательно, чтобы нам запитать вот эту часть, да, которая сейчас у нас без напряжения как раз находится, нам нужно включить вот этот трансформатор, вот этот. Его можно включить либо через вот этот выключатель, вот через секционник, ну и вот так он будет запитан. То есть здесь отключим, здесь включим, вот так будет питаться. И, следовательно, мы запитаем всех. Вот этот хвост мы запитаем. Либо восстановить данный трансформатор. По задуманному сценарию обесточенными остались 15 населенных пунктов, в которых проживает около 2000 человек. Незамедлительно на место учения выехали 6 аварийных бригад, 18 единиц техники, около 45 специалистов ТВА-Энерго. Это служба подстанций, диагностики, релейной защиты и автоматики, а также служба высоковольтных линий. Данное учение проводится для подготовки нашего персонала АО «ТВА-Энерго», чтобы в случае аварийных настоящих таких ситуациях у нас персонал был готов для проведения данных работ. Сегодня в рамках учений предприятие находится в режиме готовности. В Главном управлении ТВА-Энерго был создан оперативный штаб. Ответственным службам, находящимся не только в Кызыле, но и в муниципалитетах республики, были поставлены определенные задачи и сроки исполнения. Телемост был это с нашими РЭСами. У нас 4 РЭСа. Центральный РЭС, Южный РЭС. В Байхаке дислоцируется Восточный РЭС, Арыхсеп. И Западный РЭС в Агдовраке находится. С ними был селектор, соответственно, они тоже доложились и получили соответствующие распоряжения. Работы по подготовке к холодам в энергокомпании начинаются еще с весны. Работ очень много, запланировано это очистка просек,
Это замена проводов, опор, линий электропередач, ну и трансформаторных подстанций. Проверять готовность всех районов Тувы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 прибыла специально созданная межведомственная комиссия из числа специалистов МРСК Сибири, представителей Ростехнадзора и МЧС. Основная цель – это, скажем так, получение гарантийного свидетельства о том, что акционерное общество ТВ-Энерго готово к прохождению осенне-зимнего максимума 2017-2018 года. Это своего рода гарантия на то, что население республики будет обеспечено электрической энергией на весь последующий период до следующего периода осенне-зимнего. По нашим первичным прогнозам, в целом электросетевой комплекс акционерного общества готов к прохождению этого периода ответственного. Комиссия проверила готовность всех энергообъектов, степень выполнения ремонтных работ, укомплектованность обученным персоналом, обеспеченность спецодеждой и так далее. Итогом проверки стало подписание акта, на основании которого ТВ-Энерго был выдан паспорт готовности. В МВД Тувы стартовала оперативно-профилактическая операция «Мобильник». Полицейские рассказывают школьникам, как пользоваться телефоном, чтобы обеспечить его сохранность. Ученики активно включаются в беседы и с интересом слушают сотрудников МВД. Стражи порядка наглядно демонстрируют ребятам, как нужно хранить сотовый телефон, а именно, что мобильник нельзя носить в задних и боковых карманах брюк, которые обычно не имеют молнии или пуговицы. Также нежелательно оставлять телефон без присмотра даже на некоторое время. После профилактической беседы сотрудники МВД раздали школьникам памятки с информацией о том, как уберечь свой телефон от преступных посягательств. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера Ассоль. Морской курорт в 2 шагах от дома. Наш адрес – Калинина, 3/3. Русский драматический театр из Хакасии имени Лермонтова представил учащимся первой школы Кызылы театральный урок. Благодаря гранту фонда «Русский мир» ребята из Тувы знакомятся со спектаклями по произведениям русской литературы в жанре театрального урока. Ученики наблюдают за перевоплощениями, происходящими на сцене, фантазируют, мечтают, размышляют вместе с артистами. Ведь все начинается как в обычном мультфильме «Кошкин дом». Но неожиданно сюжет меняется, и артисты начинают интерактивную игру со школьниками. Оказывается, все герои мини-спектакля сталкивались со страшной силой огня. И таким образом они учат школьников главным правилам пожарной безопасности. Горит! Пылает мой старый сеновал! Я позвонил пожарным, они примчались скоро и потушили мой любимый сеновал. А ведь могли бы не успеть, но, к счастью, я знаю один небольшой секрет. Пожарный номер 01. Театральный урок – это особый жанр спектакля, позволяющий учащимся лучше усвоить школьную программу. Уроки литературы, рассказанные артистами в театре, одинаково интересны всем детям. Спектакль мне понравился, было весело. Я понял, что со спичками нельзя играть, пух не поджигать. Я знаю девочку, которая сидела на этом спектакле. Она сама когда-то подожгла дом, и это для нее поучительный урок. Мне он понравился тем, что актерами они очень веселые, очень хорошо выступали. Вот, они нас научили тому, что нельзя баловаться спичками. Куда звонить, когда случится пожар. После спектакля было понятно, школьники хорошо освоили урок. При этом артисты вовсе не гнались за образовательными стандартами. Ребята должны были сами запомнить, пусть не основное, но оригинальное и полезное. Кроме того, Хакасский театр покажет и другие театральные уроки в зависимости от возрастной категории. По произведениям Лермонтова привезли песню о купце Калашникове, привезли Каштанку, Муму,
Аленушкины сказки, по Зощенко, в общем, по произведениям русской литературы, по общеизвестным, по классике. Спектакль увидят учащиеся тувинских школ, студенты-филологи, учителя русского языка и литературы. В частности, актерами для педагогов будут проведены лекции и дискуссии, целью которых является определение путей взаимодействия театра и школы. Напомню, что артисты пробудут в Туве до 23 сентября. 23 сентября открывается детский развлекательный центр «Давидашка». Яркие интересные игровые площадки, сухой бассейн, горки, качели и не только. Развлекательный центр предлагает для малышей игровую площадку «Подводный мир», где все обустроено специально для самых маленьких посетителей. Внутри него невысокие горки и качели. А самое главное, все в подводном мире мягкое, чтобы детки не ушиблись. Ребят постарше ждет пиратский корабль, где можно порезвиться, попрыгать и поваляться в сухом бассейне. Кроме того, это идеальный вариант для родителей, которым нужно срочно куда-то идти, а ребенка оставить не с кем. Сотрудники центра внимательно следят за каждым ребенком и, если нужно, могут с ним и поиграть. На открытии детей ждет очень много интересного. У нас придут аниматоры, пригласили, разные игры. Дети придут, у них будет много позитива, веселья. Родители могут спокойно отдохнуть, посидеть. А то, что вот именно входит во время этих игр, дети придут, поиграют, посмотрят, отдохнут. Получат немного позитива, подарков. В Кызыле стартовал Кубок Республики по футболу среди сборных команд юношей. Всего в первенстве региона участвуют 8 команд из разных районов Тувы, в том числе и 3 из Кызыла. Первый день будут соревноваться 4 сборные юных футболистов. Подобные турниры нужны для выявления сборной Тувы, а также во время соревнований находятся лучшие игроки, которые в последующем могут попасть в сборные команды других городов Сибири. Первый этап они играют в группах, и второй этап – это уже стыковые игры за места. За 7-8, за 5-6, за 3-4 и финал за 1-2. После чего будет торжественное награждение победителей и призера. Это за второе место только награждают в кубке. Футбол для юных спортсменов не просто забава. Это ежедневные тренировки, работа над собой. Попасть в число участников Кубка Тувы не так уж и легко, а победить тем более. Ребята к игре готовились основательно. Каждый из них занимается футболом не первый год. Мы бегали много больших кругов. Потом каждую тренировку играли на большом поле, чтобы подготовиться. Ну и было много тренировок с мячом, так привыкали. Первенство открыли команды города Найсылала и сборная Кызыла 2005 года. В первую же минуту соперники начали атаковать, несмотря на то, что очень редко играют на большом поле. Перед собой держи, Ярик. Перед собой. Середина кто, Саша? Разница в возрасте среди участников 2 года, но юных футболистов это не останавливает. Только тренер переживает. Первый тайм закончился с счетом 1-0, не в нашу пользу. В принципе, установку на игру все выполнили. Учитывая то, что мы на 2-3 года младше, все состав команды у нас 5-6 год составляет. А данный турнир по 3-4 году проводится. Турнир закончится в воскресенье, где будут награждены победители за 1 и 2 места. В ближайшие сутки местами по республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду. В горах мокрый снег, возможно гроза. В Кызыле переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Временами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17 градусов, ночью плюс 3, плюс 5. Атмосферное давление 706 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -1, днем плюс 7. На Полке и в Танзыбее также пасмурно, без осадков. Температура утром плюс 5, днем плюс 8. По всей трассе проезд удовлетворительный.
ま喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats up Thank you Haters take it personal Like a Canada tight heads out nail talk Oh let's go knock knock my money let's go Hot sun skitch my awesome let's go Let's go ぜひレギュラー on level から Let's go 21 go じゃない2 go New York それまた標点 point Teriyaki Boys あっという間